70-летний юбилей сегодня отмечает доктор физико-математических наук, профессор, основатель Владикавказского научного центра РАН Анатолий Кусраев. Он автор более 300 трудов. Всю свою жизнь он посвятил математике и постоянно развивается в этой области. В планах у Анатолия Кусраева создать академический городок. С юбиляром пообщалась моя коллега Фатима Дзадзоева. Ученый всегда романтик и мечтатель, а математическое образование – это аналитические способности и интеллект. О сложной науке, которой посвятил жизнь, Анатолий Кусраев говорит доступно. Ему еще в старших классах легко давались сложные задачи, а уже на 4-м курсе опубликовали научную работу молодого ученого. Задачу, которую я решил, она оказалась уже решенной, но она была опубликована в каком-то очень малоизвестном журнале, и из моих наставников тоже никто не знал, что она была уже решена. Вот. Но тем не менее это была хорошая проба пера. А первая работа, которой я, признаться, и до сих пор горжусь, она была опубликована в 1977 году, спустя 3 года после вот этой первой работы. Ну и понятно, что это уже была настоящая работа, вот, математическая, такого мирового уровня. Вот. И после этого уже пришло к уверенность и убеждение, что это мое. Будущий ученый в детстве перечитал нартовские сказания, а потом и осетинскую классику. Книга стихотворений лежит на его столе и сегодня. Любовь к искусству не противоречила интересу к точной науке. Даже наоборот, гармонично его дополняла. Его родители были учителями, но так математикой в семье никто не интересовался. Жалею ли я или думаю ли, что вот, может быть, надо было мне другую какую-то специальность, у меня никогда таких мыслей не возникало. То есть я никогда не пожалел и никогда не думал, что вот хорошо бы, если бы я был не математиком, а там, я не знаю, физиком, химиком, филологом, там, архитектором. У меня таких мыслей не было никогда. В 1975 году Анатолий Кусраев с отличием окончил механико-математический факультет Новосибирского государственного университета. Спустя 4 года защитил кандидатскую диссертацию, а в 1986 – докторскую. Работал в Институте математики и в Новосибирском государственном университете. В 1991 вернулся в Осетию и возглавил кафедру математического анализа СОГУ. Стал мотиватором для многих ребят. Под его руководством внедрили и разработали новые специализации – математическая экономика и математическая экология. Но я считаю, что нынешнее поколение студентов, школьников, они такие же талантливые, как и в прошлые годы. Но у нынешнего поколения обучающихся есть гораздо больше возможностей учиться, познавать. В чем беда заключается, настоящая беда, это то, что нынешние студенты и школьники не мотивированы. То есть они не видят, что это круто, что это настоящее, что это, помимо всего прочего, еще и средство для того, чтобы занять в обществе достойное место. Анатолий Кусраев основал Владикавказский научный центр Российской академии наук. С 1994 года он его бессменный руководитель. А в 2021 профессор возглавил Северокавказский центр математических исследований Владикавказского научного центра РАН. Честный, понимающий, человек, на которого всегда можно положиться. Так говорят об Анатолии Георгиевиче коллеги. Сказать, он математик, я физик. Мы оба доктора физмат-наук. Ну, видимо, то или это, но он умеет и беседовать. Он, несомненно, меня организовал, помогал мне, вот, куда направлять. И поддержку тоже ощущал. При самых тяжелых моментах я всегда опираюсь, несомненно, и надеюсь на него. Вот его выражение, что когда я еду в Москву, там что-то надо было решать, он говорит: скажите, что мы форпост российской науки. Доктор физико-математических наук, профессор, ведущий специалист в области функционального анализа. Один из мировых лидеров в области применения методов математической логики к задачам анализа. Анатолий Кусраев выделяет несколько своих работ. Ученый считает их ключевыми в своей карьере. Эта работа мне до сих пор нравится, потому что это был очень такой тонкий результат в уже устоявшейся теории, и почему до меня это никто не сделал, это для меня до сих пор загадка. То есть вот мне посчастливилось увидеть то, что десятилетиями не увидели маститые ученые. Вот. И меня это, и сам результат мне нравится, и вот сам факт мне тоже, так сказать, радует.
Вот. Ну а потом были уже вещи более сложные. Автор более 300 научных трудов, среди которых 26 монографий и 27 учебных пособий. Среди его учеников 20 кандидатов и 3 доктора физико-математических наук. Некоторые из них работают в России, США, Канаде, Турции. Анатолий Георгиевич активно готовит научные кадры, участвует в реформировании высшего образования и его интеграции с академической наукой. Как и все дети Советского Союза, мы стремились стать великими людьми, говорит его друг, народный художник России Магрес Лихсаев. Кого не спроси, все говорили, я хочу героем Советского Союза, или летчиком, или художником великим, или композитором, или математиком. Вот такая мечта была у всех. Он человек очень отзывчивый, очень любит порядочных людей, как он сам, потому что он творческий человек, знающий много в жизни, видевший. В свои 70 Анатолий Кусраев полон идей и жаждет новых открытий. В Михайловском, где расположен Владикавказский научный центр РАН, он планирует создать академический городок со всеми условиями для научных исследований. Фатима Зазоева, Хета Гапоев. Новости Осетии.